На самом деле археологи занимаются не только раскопками в поле. У нас довольно много разных занятий, которые нужны нам для того, чтобы лучше понимать, как люди в древности выстраивали взаимоотношения между собой, как был устроен их быт. Вот, например, классический пример – это лоток с археологической керамикой. Керамика – это самый часто встречающийся материал в раскопках. И помимо того, что это следы древних горшков, то есть мы можем немножко говорить о быте, важно помнить, что керамика – это сложное производство, которому так просто не научиться. Поэтому, как правило, традиции изготовления посуды передаются из поколения в поколение. Если мы видим, что посуда изготовлена одними и теми же способами, то мы можем осторожно утверждать о том, что между людьми, которые оставили эту посуду, тоже имеется какая-то связь. По посуде не всегда есть возможность сказать, из какого материала, из какой глины, с какими примесями, с помощью каких приемов она была изготовлена, как она обжигалась. Поэтому археологи, помимо того, что копают древнюю археологию, еще и занимаются археологией экспериментальной. Вот это керамика древняя, а вот это здесь у нас материалы экспериментальной работы. Это глиняная посуда, которую мы лепили сами в экспедиции. Примесь, например, достаточно важный признак, по которому можно определять, какая керамика с какой имеет родственные отношения. Но для того, чтобы это определять, опять же, нам нужно хорошо понимать, какая примесь как диагностируется. Мы лепим сосуды с разным количеством разной примеси. Здесь раковина толченая, она менее однородна по площади. Здесь есть очень мелкие фрагменты, есть фрагменты покрупнее. А вот это яичная скорлупа. Тоже такие же белые включения, но они всегда одинаковой толщины. Они более однородны по размерам, они более геометричны, у них больше острых углов. После того, как сосуды обожжены, мы их раскалываем, кладем на предметный столик, рассматриваем, описываем, фотографируем микрофотографии сколов. И благодаря этому потом, когда у нас появляется эталонная коллекция, можем говорить, что вот эта посуда у нас с примесью толченой раковины, где-то есть сосуды с примесью шамота, где-то есть сосуды с примесью навоза, еще каких-то других субстанций, которые позволяют посуде не растрескиваться.